Добрый день, уважаемые абитуриенты 2021 года. Я Старцева Оксана Геннадьевна, доцент кафедры информационных технологий Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы. В этом году я являюсь председателем предметной комиссии вступительных испытаний по предмету информатика и информационно-коммуникационные технологии. Для начала начну с обзора направлений подготовки, которые есть в Башкирском государственном педагогическом университете, где вам пригодится экзамен информатика и информационно-коммуникационные технологии. У нас есть три укрупненные группы. Это 09-я группа информатика и вычислительная техника, 11-я группа электроника и наноэлектроника и 44-я группа это образование и педагогические науки. В каждой из этих групп есть по несколько направлений, куда вы можете поступать, сдав предмет информатика и ИКТ. 09-я группа в БГПУ представлена двумя направлениями. Это информационные системы и технологии и прикладная информатика. На информационных системах и технологиях вас ждет профиль проектирования и разработка программных решений. Прием осуществляется на очную форму обучения. Прикладная информатика предлагает вам два профиля. Это программные решения для цифровой экономики и прикладная информатика в здравоохранении. На оба профиля обучения прием проводится на очную и заочную формы обучения. 11-я группа электроника и наноэлектроника предлагает вам профиль наноэлектроника микроструктур. Обучение предполагается по очной и очно-заочной, то есть вечерней формам обучения. Педагогическое направление ждет вас по трем направлениям. Это педагогическое образование с одним профилем, профиль информатика и информационные технологии в образовании по заочной форме обучения, и педагогическое образование с двумя профилями, очное обучение 5 лет, профиль математика и информатика. А также вы можете поступить на профессиональное обучение, профиль информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии на очную форму обучения. Все три направления, о которых я вам рассказала, представлены в Институте физики, математики, цифровых и нанотехнологий. Вы можете на сайте посмотреть про кафедры, направления обучения, почитать новости, вникнуть, как живут студенты на нашем факультете. Теперь поговорим про программу вступительных испытаний. На нашем сайте для абитуриентов, сайт приемной комиссии, вы можете в разделе «Документы» вы можете найти программу вступительных испытаний и ознакомиться с ней. В этом году предполагается дистанционный прием вступительных испытаний. Дистанционно через личный кабинет абитуриента. У всех у вас уже есть личный кабинет, через него вы, наверное, подавали документы. Вся информация, необходимая абитуриенту, есть в личном кабинете. Там вы можете посмотреть списки подавших, расписание экзаменов, важные даты. Также есть там ссылки на программы вступительных испытаний. Очень важный момент. До экзамена на вашу почту придет логин и пароль для входа в систему экзамена. Если вам не пришло ничего, то, пожалуйста, проверьте папку «Спам». Также обратите внимание на то, что логин и пароль от личного кабинета и на экзамен разные. Вы должны перейти по ссылке и поменять временный пароль на свой. С этим логином и вашим паролем
вы сдаете все назначенные вам экзамены. Логин и пароль выдается только один раз на все экзамены. Также на личном кабинете вы можете посмотреть расписание вступительных испытаний. И там же, где указана дата, справа есть кнопка «Сдать онлайн». Вот именно там вы должны ввести логин и пароль, который до этого пришел на почту, и нажать кнопку «Начать тестирование». Как только нажали «Начать тестирование», начинается отсчет времени. Внимательно следите за ним. Время на наш с вами экзамен 60 минут. Вам предстоит ответить на 25 тестовых вопросов. Оценивание будет вестись по 100-бальной шкале. На сдачу экзамена дается только одна попытка. Доступ к экзамену открыт согласно расписанию. В этот период необходимо зайти в систему. После входа начнется отсчет времени. Пересдачи не предусмотрены. Самое позднее время входа за 1,5 часа. Очень рекомендую вам скачать эту программу вступительных испытаний, ознакомиться с ней еще внимательно. Там прописано и то, что я вам сказала про формы, и также там есть перечень разделов программы вступительных испытаний. В этом году она представлена 7 разделами. Это представление и передача информации, обработка информации, основные устройства ИКТ, запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах, создание и обработка информационных процессов, проектирование и моделирование, еще один раздел, ну и раздел математические инструменты, электронные таблицы, и последний – это организация информационной среды и поиск информации. Все разделы сделаны согласно единому государственному экзамену по информатике, который сдают школьники. Поэтому рассматривать здесь подробно примеры, я думаю, не стоит, потому что у каждого свои предпочтения. Кто-то знает один раздел лучше, по какому-то ему нужно позаниматься. Поэтому я вам рекомендую воспользоваться интернет-ресурсами для подготовки к ЕГЭ. Например, образовательным порталом для подготовки к экзаменам. Там есть раздел конкретно по информатике. Также есть тренировочные варианты ЕГЭ 2021 года по информатике. Ну и есть такой раздел, как разбор задач по информатике. Данные ссылки представлены на слайде. Вы можете воспользоваться ими, можете воспользоваться какими-то другими ресурсами, которые вы знаете и которые вам нравятся. В день консультации свои вопросы вы можете написать на почту или по номерам телефонов WhatsApp. Контакты для ответов на вопросы также указаны на слайде. Кроме меня у нас есть еще 2 других члена комиссии. В день консультации они также будут на связи, и мы постараемся дать развернутые ответы на ваши вопросы. Ну, на этом, я думаю, мы можем с вами проститься. Жду ваших вопросов в день консультации. Всем удачи и при подготовке, и при сдаче вступительных испытаний. Не бойтесь, формат привычный, наверное, за последний год с лишним, когда большинство из нас жили в дистанционке. Поэтому, тем более, вы сдаете предмет информатика и ИКТ, то есть для вас вы с компьютером на «ты», а не на «вы». Желаю всем успеха!